Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как мотоциклист нарушил правила движения. Он на красный выехал, на красный сигнал светофора мне ударил в бок. И к каким последствиям это привело. Расскажем о наезде на мужчину на улице Тукая. Очевидцы предполагают, что его толкнули под колеса иномарки. А также избиение девочки в торговом центре в Челнах и мошенничество с автомобильными номерами. Звонивший покупателя мужчина просил перевести предоплату на баланс абонентских номеров или электронных кошельков. Это и не только прямо сейчас. 24-летний мотоциклист был срочно госпитализирован после аварии на перекрестке улиц Журналистов и Сибирский тракт. Байкер проигнорировал сигналы светофора, проехал на красный свет и через секунду врезался в Kia. Ее водитель совершал маневр по всем правилам. Вероника Гайнудинова продолжит. Но состояние у него или нога, или что-то, на скорой увезли. 24-летний мотоциклист был срочно госпитализирован. Путь в больницу он себе проложил на пересечении Сибирского тракта и улицы Журналистов, выехав на красный сигнал светофора. Проехать перекресток не дал водитель Kia. Он поворачивал налево. Иномарка стала непреодолимым препятствием и резким тормозом для байка. Он на красный выехал, на красный сигнал светофора мне ударил в бок. Вы поворачивали налево, получается? Да, налево, да. То есть машины встали, у меня видео есть. И он мне в бок, он без фар, без ничего ехал. Видеозапись только подтвердила слова водителя Kia. На кадрах видно, что мотоциклист пытался проскочить перекресток, не обращая внимания на правила. Вот загорается. Вот загорается. Красный. Красный горит. Видите, он машины все. Ага. И вылетел прямо. Сотрудникам ГИБДД еще предстоит опросить мотоциклиста, однако с высокой долей вероятности виновным в аварии он будет один. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. 27-летний молодой человек пострадал, попав под колеса Шкоды Рапид напротив дома номер 57 на улице Тукая. За рулем был 29-летний водитель. Он не смог моментально остановиться, когда перед машиной оказался человек. Пострадавшего госпитализировали. Как считают автоинспекторы, пешеход стал переходить дорогу в неположенном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода. А вот водитель автомобиля, который ехал навстречу Шкоде, считает, что мужчину на дорогу могли толкнуть. Момент наезда был записан видеорегистратором в его машине. Отправка голосового сообщения в мессенджере дорого стоила водителю Hyundai Solaris. На перекрестке улиц Сары Садыкова и Салиха Сайдашева мужчина, увлеченный телефоном, выехал на красный сигнал светофора и снес БМВ, которую после удара откинуло в столб. Повреждения немецкий автомобиль получил критические, восстановлению он не подлежит. Хорошо, что я без пассажира был, там все зажалось быстро. Мужчина был очень рад тому, что не пострадал в такой серьезной аварии, но при этом был и сильно расстроен. Он прекрасно понимал, что машины у него больше нет, и старенькую БМВ пытаться восстанавливать не имеет никакого смысла. Говорит, его автомобиль был фактически уничтожен благодаря водителю Hyundai. После первого удара от корейской иномарки БМВ, как бильярдный шар, стала кидать от одного препятствия к другому. Молодой человек записывал голосовое сообщение, проехал на красный свет, ударил мою машину в правую дверь, меня отшвырнуло, я пытался уйти от светофора ушел, но пришел в столб. Водитель Hyundai также не пострадал, отделавшись лишь испугом. Его автомобиль был серьезно поврежден, но все же его можно восстановить, хоть и дорого. Ответственный телефон, получается, да? Ну, признаюсь, да, так да. Причиненный материальный ущерб еще только предстоит подсчитать. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Водитель каршеринга разбил автомобиль на улице Копылова. Судя по всему, мужчина въехал в отбойник, после чего скрылся с места аварии. Арендованная машина получила значительные повреждения. Найти водителя можно будет по аккаунту, через который он брал автомобиль в аренду. Установить личность человека, сидевшего за рулем, помогут и отпечатки пальцев, оставленные на ручках и в салоне машины.
Следственный комитет проводит проверку по факту избиения женщины-подростка. Насилие в отношении несовершеннолетней девочки зафиксировала камера наблюдения одного из челнинских торговых комплексов на проспекте Мира. 11-летняя пострадавшая гуляла в магазине с подругой, когда к ним подошла девочка с женщиной и показала на нее пальцем. Женщина схватила подростка за волосы, толкнула на пол, на прощание пнула в лицо и спокойно ушла. В происходящее никто не вмешался. Медиков вызвали позже. Родители пострадавшей написали заявление в полицию. Женщину нашли. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства. По предварительной версии, двое школьниц, одной 9 лет, другой 11, поссорились на детской площадке. После этого случайно встретились в магазине. Процессуальное решение будет принято после завершения проверки. Коляску нашли, валялась на рынке на улице Фучика, сломана, для использования непригодна. Накануне мы рассказывали историю особенного ребенка, 5-летнего Кости и его мамы, у которых из подъезда украли инвалидную коляску. Для нас это вот как, например, если бы ты жила на 4-м этаже в хрущевке, и ты просто ощущаешь, как будто лестницу просто и забрали. Все, вот ты как бы осталась на этом этаже, но у тебя нет больше лестницы этой. То есть ты не можешь даже в аптеку сходить, ты не можешь в магазин выйти. А так как 90% времени мы проводим с Костей вдвоем, то есть мы везде с ним, везде мы вдвоем. В магазин, в аптеку, на улицу, погулять, в садик. Мы все, мы, естественно, никуда теперь не сможем пойти, пока каким-то образом не найдется наша коляска, либо что-то придумать. Это все. Просто ребенок не может ни передвигаться ни по квартире, ни по улице без специальной коляски. Для них это средство передвижения, как дверь в мир за пределами квартиры. Без нее они привязаны к одному месту. Самостоятельно мальчик может только лежать, не ходит вообще, сидит лишь на руках у мамы или в кресле особой конструкции. Для обычного ребенка оно не подойдет. Сделано специально для тяжелобольных детей. Купить новая семья не в состоянии. Это средство передвижения стоит 250 тысяч рублей. Покупал нам фонд, собирали деньги с людей, вот так вот очень долго там мы ждали ее, так любили. Камера наблюдения зафиксировала молодого человека, который ее вез. Высокий, одет в яркую куртку, в одних носках. Его запомнили многие, в том числе и сотрудники комиссионного магазина, куда он планировал ее сдать. Но такие вещи ни в одном ломбарде не берут. Не продав коляску, он ее просто выкинул. Подозреваемого 24-летнего мужчину задержали накануне вечером. На следственном эксперименте он рассказал, что был пьян, спал на 10-м этаже этого подъезда. Потом спустился, взял инвалидную коляску и увез. Больше ничего не помнит. Возбуждено уголовное дело, но для пострадавшей семьи это пока слабое утешение. Стоимость ремонта детского инвалидного кресла не берется оценить даже фирменный сервисный центр производителя. Полицейские Бугульмы задержали жителя Волгограда, который продавал татарстанцам автомобильные номера. Хотя официально регистрационные знаки купить нельзя, их очень давно продают, нарушений закона в этом нет. Причем стоимость некоторых сочетаний цифр и букв бывает сопоставима с ценой хорошей новой иномарки. Задержанный же продавал то, чего у него нет и никогда не было. Сколько на этом заработал, знает Вероника Гайнудинова. Он сыграл на желании выделиться и быть не такими, как все. Ровно год назад, в сентябре 2020-го, разместил объявление о продаже автомобильного номера. Серию и цифры придумал. Подбирал так, чтобы в предложение потенциальные покупатели поверили, но при этом сильно не продешевить. Наживка сработала. Звонивших покупателей мужчина просил перевести предоплату на баланс абонентских номеров или электронных кошельков. Однако после получения денег он переставал выходить на связь. После удалял страницу в соцсетях, с которой общался с потенциальным покупателем. Создавал другую с новым именем, фамилией и фотографией. И начиналось все снова. Новый, якобы продающийся номер, попавшаяся на удочку жертва, перечисление предоплаты, удаление страницы, создание новой. Следователи установили, что за 5 месяцев с сентября 2020 по январь нынешнего таким образом он обманул 8 человек. С каждого в среднем он получил порядка 25 тысяч рублей. Жертвам подозреваемого причинен ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. Бизнес по продаже автомобильных номеров в стране процветает. Желающих повесить на свою машину табличку с любимыми или чем-то символичными цифрами, а не со случайно выпавшими в автоинспекции, предостаточно. Спрос рождает предложение. Один из самых дорогих автомобильных номеров в стране во всемирной паутине оценивается от 50 до 70 миллионов рублей. В Татарстане средний ценник за красивый номер 30-40 тысяч рублей. Есть, конечно, исключения. Покупаются они, как правило, с машиной, а потом переоформляются
на автомобиль нового владельца. Все совершенно законно, если номера действительно есть. В противном случае это мошенничество. Санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Вероника Гайнудинова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.